Деньги и недвижимость. Итоги и прогноз на 2025 год. Это тема нашего нового выпуска. Что будет с ценами на недвижимость на рынке? Этот вопрос волнует многих, возможно, даже всех. Отмечу, что уже сейчас зафиксировано снижение спроса на первичное жилье из-за завершения программы льготной ипотеки, а также наблюдается увеличение стоимости аренды. Рост первоначального взноса, уменьшение субсидий и введение крупными банками комиссий для застройщиков в начале 2024 года, так как они вводились с целью компенсировать недополученную прибыль из-за снижения размера госсубсидий и составляли от 8 до 11,5% с каждой сделки. Все это сделало госпрограммы менее привлекательными, чем раньше. Эксперты предполагают возможное снижение цен на новое жилье на 5-7% к концу 2024 года. Во многом как раз из-за падения спроса. В 2023 году российский рынок недвижимости переживал бурный рост на фоне повышения ключевой ставки, увеличения размера первоначального взноса по ипотеке, ослабления рубля и других факторов. Существенный объем инвестиций и вкладов в недвижимость обеспечила льготная ипотека от государства, которая действовала с 2021 года по середину 2024 года. А в прошлом году банки выдали более 2 миллионов ипотечных кредитов, в 2 раза больше, чем доковидный год. 2024 год отметился охлаждением рынка недвижимости. Количество сделок значительно снизилось. Разбираемся, какие тренды на рынке недвижимости наблюдаются в 2024 году и какие изменения можно ожидать в стоимости жилья до конца текущего года. Ну и попробуем спрогнозировать ситуацию на 2025 год. В студии передачи «Про деньги» сегодня в качестве гостя эксперт в сфере недвижимости Ефимова Кира Юрьевна. Здравствуйте, Кира Юрьевна. Здравствуйте. Да, и в самом начале нашего разговора хотелось бы все-таки подвести некий итог за 2024 год, потому что это был такой очень тяжелый год, можно сказать, да, и вот как вы, эксперты в сфере недвижимости, его оцениваете? В 2024 году в сфере недвижимости, можно сказать, потерпел серьезную трансформацию. С июля 2024 года 2 значимых события произошло. Первое – это повышение ключевой ставки Центробанком, и второе – завершение массовой льготной ипотеки. Вот. Но если смотреть назад, что было и что стало, допустим, я сперва могу сказать по России, потом по Якутии. Все-таки у нас немножко льготные ипотеки больше было, чем в других регионах и в центральных регионах России. Да? Сейчас, допустим, у нас очень такая большая программа была льготная, массовая, можно сказать, господдержка. По ставке 8% те люди, которые в браке, либо которые имеют детей, могли приобрести себе жилье в новостройках и дом построить, либо готовое жилье купить. Сейчас это убрали. Получается, по России мы уже не можем использовать данную программу. Сейчас в основном идет у нас флагман семейная ипотека. Семейная ипотека тоже немножко видоизменилась. Сейчас повышение ставки пошло, получается 6% ставки от 3 стало. Первоначальный взнос 20,1%. И 30 лет. 30 лет, срок кредитования 30 лет, так и осталось. Вот, это в целом по России. Получается, по России практически только одна льготная ипотека осталась. По Якутии у нас спасает дальневосточная ипотека. Дальневосточная ипотека сейчас 2% ставка, и повысился первоначальный взнос 20,1% и 20 лет кредитования.
Ну, также вот семейная ипотека тоже действует у нас, тоже немножко видоизменилась по условиям, да, требованиям кредитования. И третье, вот IT-ипотека осталась. Вот. Ну, если сказать по банкам, банки наши по Якутии не все, получается, обслуживают льготную ипотеку сейчас дальневосточную, да, потому что у некоторых лимиты закончились. И сейчас флагманы остались 3 банка. Это Сбербанк, ВТБ и Дом РФ. Вот. Получается, по Якутии у нас обслуживают вот эти практически 3 банка. Мы заявку Это подаем. с июля, получается, с июля 2024 года так изменилась ситуация, да? С июля 2024 года это понемножку. В принципе, до декабря наши банки обслуживали практически все, но лимиты заканчивались, мы ждали, некоторые приостановили, получается, дальневосточную ипотеку. Из-за этого мы тоже, может быть, какие-то изменения с января 2025 года будут, но будем мониторить, узнавать и подавать заявки. Ну и причина в чем, да, вот отмена именно вот этого массовой льготной ипотеки, это вообще задумка государства была для того, чтобы, допустим, охладить более рынок кредитования, да? Спрос кредитования, для того, чтобы снизить стоимость жилья, для того, чтобы более доступно было гражданам. Ну а как, цель достигнута вообще, в принципе? Знаете, прогноз делать вот за 6 месяцев немножко как бы сложно, да, но я всегда, допустим, смотрю на официальные источники, да, статистику, допустим, крупных банков. Там получается за 6 месяцев, ну вот, до декабря, можно сказать, да, более, ну вот, на 40-50% идет сокращение кредитования граждан. Ну и, соответственно, по России уже немножко снижаются цены на новостройки. К сожалению, вторичный рынок стоит, как стоял, но сейчас как бы видно будет в будущем. Ну а может ли стоимость квартир на вторичном рынке зависеть от того, что люди же все равно это вторичное жилье, ну уже то жилье, которое они хотят продавать сейчас, да? Они покупали же его в ипотеку, и люди тоже не хотят терять вот те выплаченные проценты, ну, то есть... Да. Это же тоже от этого зависит? Да, от этого тоже очень зависит. Но сейчас есть, как бы действовало до декабря. По крайней мере, все меняется, из-за этого мы всегда подстраиваемся, что есть. Да? Под ставку продавца мы всегда, ну, такие клиенты были. Под ставку продавца можно было как бы кредитоваться. Но вот с января 2025 года мы сейчас уже новые условия тоже. Вот, о новых условиях мы, наверное, чуть-чуть попозже расскажем обязательно. Хотелось бы все-таки, наверное, уточнить по рынку недвижимости, который изменился в 2024 году. Вот есть такое мнение, что якобы увеличился спрос на загородные дома, на индивидуальное жилищное строительство. Так ли это? Да, получается сейчас, ну вообще 23-24 год было вообще посвящено к вот индивидуальному строительству, и с застройщиками мы очень хорошо работали, да, получается. Очень много стало в Якутии аккредитованных застройщиков, да, именно частных домов, и люди, им выгоднее строить лучше как бы частный дом, нежели, допустим, купить новостройку. Но это дешевле? Как-то как будто бы выходило дешевле, да. Ну, если, конечно, застройщики как-то вот снижали цены, и, ну, в этом плане... Но если брать вот город Якутск, где чаще всего покупали участки? Вот, где больше всего популярна земля, можно так сказать? Да? Это какой? Сергелях, там у нас есть Хатынурях, Мархах. Ну вот какие районы? Или везде одинаково? Нет, конечно. По районам всегда разные цены. Да? Во-первых, это зависит от газификации, это зависит от электричества.
электричество. Да? Если есть уже ЛЭП вот, по электричеству, по газификации, там уже земельные участки пустые стоят от 3 миллионов. От 3 миллионов вы не найдете, допустим. Да? Конечно, популярные вот в 2024-2023 году были Тускул, вот это по Покровскому тракту, Хатасы очень хорошо покупали, да, ну вот Сатал, да, ну, в сторону Мархи, например, да. В Сергелях, конечно, сейчас прямо поднебесные цены, как в Москве Рублевка, да, можно сказать. Ну, в Сергеляхе практически там свободных участков даже и не найдешь. Готовое жилье, может быть, где-то кто-то продает, но, конечно, цены там повыше. А вот если говорить вот в целом, да, как же все-таки отразилось вот этот вот максимальный спрос на индивидуальное жилищное строительство, на покупку земельных участков и на приобретение квартир? Вот не было ли какого-то такого перевеса в ту или иную пользу? Вот вы, наверное, как эксперт в сфере недвижимости, вот эту тенденцию все равно как-то отметили для себя. Знаете, было наравне, потому что, ну, раньше, если такового популярности не было, да, на земельные участки и строительство дома, то после того, как вот в 2021 году дальневосточную ипотеку ввели, это стало очень даже популярным и выгодным для граждан. И все-таки вот новостройки тоже очень даже выгодно покупали, потому что в очень хороших районах строили, и сейчас застройщики стали более современно строить, да, дома, микрорайонами, да, сейчас, например, у нас 2 микрорайона строятся, Алгыс и вот Ленские высоты, да, тоже очень, инфраструктура будет очень развита, ну, все по-современному, из-за этого люди очень даже новостройки тоже покупают. Но это же 50 на 50. Да, это же очень, получается, ну так, такая стабильность, она тоже хорошо. И давайте расскажем телезрителям, какие же программы будут действовать в 2025 году. Вот чего им ожидать от рынка? Вообще стоит ли идти оформлять ипотеку, вот если простыми словами? Ну, вообще, как бы у нас флагман, как я и говорила, дальневосточная ипотека. По дальневосточной ипотеке особых таких больших изменений, как по семейной ипотеке или других программ, да, такого не было. Повысилась, допустим, вот первоначальный взнос и 2% ставка. В принципе, очень даже как бы выгодно для граждан, я считаю, да, и если платежеспособный гражданин может себе позволить, в принципе, заявку может он подать. И по указу президента Российской Федерации вот дальневосточная ипотека действует до 2030 года. Из-за этого смело можно подаваться вот в 2025 году. Ну, это первая вот дальневосточная ипотека действует. И те, которые, допустим, не подходят по дальневосточной ипотеке, могут подать семейную ипотеку. И, конечно же, нашим айтишникам тоже более такие хорошие условия тоже вот создали, в принципе. Ну да, действительно, ведь, а еще же у нас были такой, арктическая ипотека, нет? Дальневосточная и арктическая ипотека, вот, это они одно и то же практически, условия, они одинаковые. И сейчас очень как раз-таки актуальная тема, да, дальневосточный гектар и арктический гектар, вот, да, допустим. Да. Те, которые именно владеют вот дальневосточным гектаром, либо вот арктическим гектаром, они имеют право подать на дальневосточную ипотеку. Это очень выгодный вариант, допустим, если человек хочет, допустим, там построить бизнес или какие-то вот домики маленькие, да, строят и гостиничные, либо там ИЖС, жилье, да, вести хозяйство. Да, вести хозяйство. Он может подать вот на дальневосточную. А надо ли ему тогда быть медиком, педагогом? Нет, только владеть вот дальневосточным гектаром. Очень интересно. Мне кажется, эта информация будет очень полезна нашим телезрителям. А какие-то дополнительные ипотечные продукты будут вводиться в 2025 году? В 2025 году нет.
То есть стандарт остается. Главное, чтобы не сократили. Дальневосточная ипотека нас вообще как бы спасает, можно сказать. И расширяется ли, вот, например, спрос потребителей ограничивается только Якутией по дальневосточной ипотеке, либо уходит все-таки туда, вот, в сторону Владивостока, допустим. Ну, вот, Дальний Восток — это же не только вот наш регион. Да, но в Дальнем Востоке как бы 11 регионов, да, входит, да, и там и самое популярное вот Владивосток, ну, нашим якутянам, да, якутяне очень много, да, приобретают в Владивостоке, потому что студенты учатся там, дети, да, ну и как вложение тоже возле моря, это очень даже... Это отличный вариант, да, мне отличный кажется, вариант, да. Это же намного ближе, чем тот же Сочи, Краснодарский край, и даже имея возможность купить субсидированные билеты, мне кажется, это будет вообще идеальный вариант. Это идеальный вариант, да, очень даже. В 2025 году прогнозируют изменение ипотечных стандартов. Что это значит? Ипотечный стандарт – это свод правил для всех российских банков, чтобы они действовали по единому стандарту. Единый стандарт заключается в том, что должно быть 20% первоначального сноса и срок кредитования должно быть до 30 лет. Вот. Это только распространяется для готового жилья, либо строящегося жилья на новостройках, либо на вторичном рынке. Как раз-таки я думаю, что после внесения вот этого, уже внесено с 1 января 2025 года действует, и, может быть, как-то вот картину поменяет в этом, на вторичном рынке. А для покупателей какие-то дополнительные нововведения начинают действовать или нет? Или все вот прежний набор документов, прежний набор там каких-то требований к покупателю? Знаете, по каждой программе отдельные вот эти условия, да, допустим, по дальневосточной ипотеке сейчас как бы велось под залог недвижимости. Под залог недвижимости ты можешь, ну, имеешь право получить, допустим, дальневосточную ипотеку. Вот это вот новое введение. И еще 20,1% первоначального взноса должно лежать вот в этом, на счете, допустим. А какие еще изменения будут, мы вот мониторим, получается. То есть получается, что согласно новым правилам, когда, например, ну, вот мой сын соберется взять дальневосточную ипотеку, да, то есть он должен обеспечить себе первоначальный взнос на своем расчетном счете. Да. И это будет обязательное условие. Да. Хорошо. Ну, если хочет построиться, например, на строительство дома, я имею в виду. На строительство дома тоже, да? А на новостройке это уже строящееся жилье будет, уже как экскроу счет там, и так далее. Вот. Ну, согласитесь, что экскроу счет, он все равно как бы защищает же и покупателя, да, в принципе, конечно, да? В первую очередь, потому что это же в первую, как, изначально означает то, что с его объектом ничего не случится. Да, конечно, это себя обезопасить, во-первых, да, это очень хорошее вообще правило банка, ну, вообще государства, да, защищает. Вот раньше очень много обманутых дольщиков было, да, это вообще сложно было, да. Ранее я сама в госструктуре работала, из-за этого с этим много сталкивались, а сейчас такого нет. В принципе, все прозрачно, все ты видишь, по мобильному банку все видишь, это все очень даже хорошо. Ну и получается, что при строительстве индивидуального жилого дома необходимо обращаться именно к аккредитованным подрядчикам, то есть тем, кто получили аккредитацию именно в банке, а не искать там среди знакомых, заключать договоры, и потом этот договор не будет исполнен, и получается, человек просто потеряет свои деньги. Именно аккредитованные сейчас принимают банки только вот по аккредитованным застройщикам. Раньше по самострою было, можете сами построить. Ну, в Якутии вообще же очень хорошо же строят сами люди. Из-за этого, в принципе, вот по дальневосточной ипотеке вот самострой тоже был.
но сейчас как бы именно вот аккредитованные застройщики должны быть. Еще такой момент был, что, например, предупреждают, что якобы банки сейчас проверяют объекты строительства, индивидуального жилого строительства именно. Проверяют путем онлайн, как это проверка. Вот расскажите об этом подробнее, если вы знаете, о чем речь. Знаете, допустим, вот это, скорее всего, касается дальневосточной ипотеки и семейной ипотеки, да, если строительство дома. Да, допустим, сейчас это траншами дается обязательно. Допустим, фундамент, ты первый платеж получается 30%, потом 20-25%, ну вот так. По стадии строительства, да. Документы предоставляют обязательно, фотографии предоставляют. Ну, естественно, там банки по космоснимку все равно как-то проверяются в любом случае. Отслеживают? Отслеживают, да, конечно. Да, это тоже такое, ну, своего рода, банки тоже себя защищают, да, да, от конечно, разного да. рода каких-то таких аферистов. Да, потому что, схем, да. Бывает же, да, конечно. Бывает, что человек получил ипотеку, думает, ну, построю на будущий год, а пока там закрою свои какие-то. Ну, в принципе, дается 2 года. В принципе, хоть на 2 года хоть как можно успеть. У нас сезона, получается, с мая, с апреля даже начинают строить. Ну, до сентября, октября. Ну, там, где я живу, там строили аж до декабря, пока морозы не ударили. Вот. В принципе, у нас действительно умеют строить, и это очень хорошо. Вот. А что бы вы порекомендовали как эксперт в сфере недвижимости нашим телезрителям, которые сейчас находятся, ну, вот, наверное, на стадии выбора? Вот это что, если человек не подходит под условия дальневосточной ипотеки, да, у него там стандартная ипотека, а как мы с вами знаем, что стоимость ежемесячного платежа по стандартным ипотечным продуктам, ну, это уже космическое. И вот многие стоят перед выбором либо снимать, либо покупать. Вот вы как эксперт, что порекомендуете? Ну, конечно, покупать, потому что свои квадратные метры – это все равно свои квадратные метры. Допустим, аренда – это все равно временное жилье, и ты понимаешь, что ты в временном жилье находишься, ничего не сделаешь, ничего не купишь, ремонт не сделаешь и так далее. Думаю, что копить на первоначальный взнос, ну, либо искать, допустим, поставки продавца, что-то, какие-то вот такие моменты, да, если не подходят по возрасту или там уже не семейные, например, да, ну вот какие-то такие моменты. Ну и если смотреть центральные регионы, да, кто хочет, допустим, в Москве, в Питере купить, у них очень много, допустим, акционных программ, допустим, от застройщика. Есть застройщики субсидируют иногда вот ставки банка, да, с банком они как бы в сотрудничестве очень хорошие вот условия, допустим, дают гражданам, которые вот именно хотят приобрести жилье. Вот какие-то такие моменты можно смотреть. Ну и потом, получается, можно же наименьшую квадратуру пока взять, да, то есть с наименьшей стоимости, а потом уже в процессе увеличить. В процессе уже можно увеличить. Всегда надо начинать с малого. Вот вы сказали уже, что в 2024 году, в принципе, пошел спад стоимости жилья в новостройках. На вторичном рынке все равно цена остается та же. То есть есть ли гарантия, что в 2025 году, допустим, цены не рухнут? Вот как это можно спрогнозировать? Вообще, есть ли такая возможность? Я боюсь, конечно, говорить об этом, да, потому что, ну, уже в наше время сейчас сложно что-то прогнозировать. Да. Ну, я так думаю, что все равно к середине 2025 года ключевую ставку начнут понижать. Мне кажется, вот там будет такой небольшой, ну, это вот мы, финансовые консультанты, как бы, да, мы сами тоже себе там аналитику проводим и, в принципе, смотрим, да, какая будет, какой прогноз и так далее, да, по ключевой. Вот мне кажется, все равно вот в июне будет снижение. Незначительное, но будет. И вот как тут в этом плане? Людям сейчас вообще вот сейчас продавать квартиру, вот прямо сейчас, вот в январе, в декабре, ой, вот в январе, феврале, там, в эти месяцы? Ну, знаете, раз на раз не кажется, да, допустим, от района очень зависит.
В любом случае актуальны квартиры всегда, ну, в центре, да, могу сказать, и все-таки по адекватной цене. Есть люди с наличками, которые вот прям сейчас купят и, допустим, хотят уже заселиться и жить, тогда уже нужно ставить более такую адекватную цену. То есть уже там завысить максимально Да, не могу получится. сказать, что вторичка прямо так стоит, что вообще никто не покупает. Нет, все равно покупатели есть. Это надо смотреть, мониторить там и так далее. От района зависит, какая квартира, от ремонта, года постройки. Это все в совокупности. То есть в любом случае любой покупатель найдет свою квартиру. Да, конечно. Просто нужно набраться терпения. Да. И может ли сам человек, например, самостоятельно определить вот по объявлениям, которые размещены на разных агрегаторах, может ли он самостоятельно купить, или все-таки лучше обратиться к эксперту? Ну, знаете, здесь сейчас очень такое время, да, где все меняется практически каждую неделю, каждые 2 недели, да, все-таки эксперты правильно более подскажут, да, и информацию, допустим, передадут, потому что все равно вот в платформах, которые мы смотрим, просто общие, да, общие платформы, они всегда завышенные цены. Из-за этого вот как-то понять свою цену, да, адекватную твоей квартиры, все-таки все равно будет разниться. А у риэлторских компаний, да, вот агентств, да, у них база стоит, и они вот смотрят, насколько реально вот купили вот эту квартиру, за какую цену купили, да, до этого какая цена стояла, снижение, ну, динамику смотрят и все-таки вот общую среднюю берут. Получается, все равно специалист, он лучше ориентируется в сфере рынка недвижимости, поэтому он может даже что-то порекомендовать. Да. Вот, и мне кажется, все равно у каждого риэлтора есть какой-нибудь запас своих клиентов, да, Да, которые конечно, там, ждут прям лучшего момента. Или какие-то горячие предложения в любом случае есть. Практически каждую неделю постоянные клиенты, они всегда как бы звонят, спрашивают, какая сейчас вообще обстановка, да, в сфере недвижимости. Все равно как бы иметь своего агента, либо риэлтора, либо юриста по недвижимости, это очень хорошо. А теперь остановимся на стратегии защиты от возможных рисков на российском рынке недвижимости. Стратегии помогают снизить риски и обеспечить более стабильное вложение на российском рынке недвижимости. Проверяйте документы. Это первое, что надо делать. Перед заключением сделки важно требовать предоставления всех оригинальных документов на объект недвижимости и проверять их подлинность. Это включает в себя запрос выписок из ЕГРН, анализ паспорта владельца, проверку единого жилищного документа и других необходимых бумаг. Разумнее всего поручить этот процесс опытному юристу и заверить документы у нотариуса. Во-вторых, привлекайте консультанта. При значительных вложениях рекомендуется обратиться за помощью к опытному консультанту или финансовому советнику, чтобы избежать мошенничества и принять обоснованное решение при инвестировании. Осторожность и бдительность играют ключевую роль при покупке недвижимости, особенно если объект часто меняет владельцев. Это может быть признаком мошенничества, поэтому стоит избегать таких сделок, чтобы не стать жертвой аферистов и не потерять как жилье, так и сбережения. Важно быть настороже и не верить обещаниям о высокой и стабильной прибыли. Предложения с процентами от 50 до 90% в год часто свидетельствуют о финансовых пирамидах и могут оказаться обманными. В-третьих, анализируйте рыночную обстановку. Важно следить за изменениями на рынке недвижимости. Регулярно оценивать его состояние и его прогнозы. Это поможет принимать обдуманные решения и адаптировать свои стратегии инвестирования к текущим условиям и рисковым факторам. В-четвертых, следите за изменениями в законодательстве. Важно быть в курсе всех актуальных новостей в законодательстве и правил регулирования рынка недвижимости, чтобы своевременно адаптировать свои действия к новым условиям и избежать
непредвиденных юридических проблем или финансовых потерь. Смотрите передачу про деньги. С нами вы точно станете финансово грамотным. С вами была Рита Якушева и передача про деньги. До новых встреч в эфире.